Усинский водовод в Воркуте модернизируют до 2026 года. Такое поручение дал Владимир Путин по результатам заседания Госсовета по вопросам топливно-энергетического комплекса страны. Сейчас у компании положение не из легких. Предприятие признано банкротом. Для того, чтобы город подготовить к зиме, власти вводили режим ЧС. Что удалось сделать и есть ли угроза сбоя в работе магистрали жизни, расскажет Наталья Юрина. Приоритетный объект «Магистраль жизни» – главная водная артерия Заполярья. Усинский водовод обеспечивает водой Воркуту и населенные пункты рядом с ней. Протяженность сетей превышает 300 километров. Предприятие на грани. Износ сетей более 80%. Пропускная способность водовода не соответствует объемам потребления воды. Водоканал банкрот. Власти вопросом озадачились еще летом, когда готовили город к предстоящей зиме. Для выделения средств на частичный ремонт ввели режим ЧС. Пришлось спланировать очень тщательно работу и, используя механизм повышенной готовности, за счет использования резервного фонда, так скажем, оставить на плаву действие, саму работоспособность предприятия. То есть мы включились и приобрели ГСМ на необходимый небольшой период, месяц-два. Соответственно, реактивы закупили и обеспечили устойчивую связь, так как устойчивой связью пользуются все механизмы, датчики на самой системе водовода. По словам Ярослава Шапошникова, город к зиме готов в этом году лучше прошлого. Летом, помимо закупки материалов и реактивов, обновили изоляцию и насосы, заменили ветхие опоры. Закупка необходимого оборудования для работы объекта сейчас сравнима с решением задачи по математике. От нужного общего остается частное. Мы на данный момент затыкаем те дыры, которые у нас существуют, и направляем всю финансовую поддержку, которую мы осуществляем за счет того, что нам открывают возможность каких-то оплат путем открытия чрезвычайной ситуации, в городе. По сути, у нас получается 3 версии того, что нам необходимо. То, что необходимо в полном объеме, то, что необходимо частично и самое необходимое. Для бесперебойной и надежной работы Усинский водовод необходимо модернизировать. Месяц назад на заседании Госсовета Владимир Уйба рассказал Владимиру Путину о проблемах, которые требуют оперативного решения. Это переселение из районов Крайнего Севера, а также устаревший водозабор в Инте и Усинский водовод в Воркуте. Вчера вышло поручение президента с конкретными совершенно сроками по всем этим вопросам. То есть все эти вопросы не просто взяты для рассмотрения, а взяты уже и даны поручением президента к исполнению. Вот это очень важно. И самое важное, что срок исполнения этих поручений не позднее 2026 года. С 2023 года даны все поручения этим указанием президента о том, чтобы приступить к консервации шахты в Инте и произвести модернизацию водозабора в Инте и полную реконструкцию Усинского водовода. В настоящее время власти готовят проект социально-экономического развития республики. В него войдет и обновление проблемного воркутинского объекта. Модернизировать объект поможет федеральное финансирование. Чтобы деньги выделили, нужно подготовить проектно-сметную документацию. Для сложного объекта она готовится в несколько этапов. Над гидравлическим расчетом власти уже работают. Это очень важный документ, потому что он обозначает, какого сечения труба пойдет в город. Если она будет слишком маленькая, соответственно, воды городу не хватит, и, исходя из скорости потока, водовод может замерзнуть. Если же он будет слишком большой, то это экономически нецелесообразно. Поэтому этот документ является стратегически важным, он сейчас находится в разработке, то есть его рассчитывают. Это как маленький проект получается. После этого мы формируем техническое задание и направляем это техническое задание в Министерство строительства ЖКХ для того, чтобы выйти на финансирование самого изготовления проектно-сметной документации. ПСД Усинского водовода республики обойдется минимум в 100 миллионов рублей. По мнению руководителя водоканала, модернизацию нужно проводить поэтапно. По предварительным расчетам, на реконструкцию объекта нужно от 10 миллиардов рублей. По моим подсчетам, это порядка 10 лет. Когда можно, это период, за который реально можно сделать полностью реконструкцию. По сумме сложно сказать, но по нашим подсчетам где-то от 8 до 16 миллиардов. Но если мы, еще раз повторюсь, делаем какой-то план по разбивке на какие-то этапы на 10 лет,
это не такая уж и большая сумма. Единовременно эти деньги не нужны. От них не будет толку, потому что мы не сможем их реализовать. Сейчас администрация Воркуты и Минстройкоми прорабатывают идеи по освобождению предприятия из заложников банкротства. Первое – создать муниципальное унитарное предприятие. Второе – заручиться поддержкой коммерческой организации, которая поможет Усинскому водоводу работать в штатном режиме. Наталья Юрьевна, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган.